ночь на 18 июля 2016 года Куликбаев, гуляя по Алматы, увидел машину, в которой водитель находился с двумя девушками. С помощью угроз и имеющегося при себе пистолета алматинский стрелок проник в машину, начал отчитывать девушек, а затем приставил пистолет к голове одной из них и выстрелил. Водитель сумел выскочить из машины, а вторая девушка от шока осталась сидеть на месте. Вместе с ней, с телом убитой, Куликбаев начал разъезжать по городу, пока на одном из перекрестков выжившая девушка не опомнилась и не убежала. После этого Куликбаев решил отправиться к суду Алмалинского района, чтобы застрелить всех, кого он считал виновным в своем тюремном заключении. В сознании стрелка таковыми должны были стать те, кто заходил в суд в форме с погонами или в мантии. Но это Алматы и это лето. За то время, что Куликбаев ждал напротив здания суда, никто из здания в таком виде не вышел и никто в него не вошел. Тогда стрелок прошел вверх по улице и напал на КПП отдела внутренних дел Алмалинского района. Он застрелил дежурного полицейского, а также сотрудника, который пришел в отдел оформить документы для выхода на пенсию. Ранив еще несколько сотрудников, Куликбаев схватил автомат убитого дежурного, побежал по улице, со второй попытки захватил машину и поехал в сторону департамента КНБ. По дороге Куликбаев расстрелял 2 полицейских патруля, 3 убитых. Сотрудники КНБ, увидевшие расстрел одной из полицейских машин, открыли ответный огонь, но не попали в Куликбаева. А он просто ушел из этого квартала, вышел на Абая, встал посреди проезжей части и стал останавливать автомобили, расстреливая всех, кто имел отношение к силовым структурам. Так погибли еще один полицейский пенсионер и офицер погранвойск. Дальше Куликбаев захватил машину, но вскоре был задержан. Стрелка ранил старшина Аян Галиев. В ответ Куликбаев застрелил его, однако напарник из патруля смог скрутить стрелка. Таким образом, за 40 с небольшим минут один радикал без особой подготовки смог убить 9 и ранить еще несколько человек.